Здравствуйте, с вами «Акцент». В преддверии нового учебного года мы пригласили в студию министра образования и науки Республики Владимира Егорова. Владимир Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. 20-21 августа прошло традиционное августовское совещание работников образования. Какие основные проблемы обсуждались на этом ежегодном мероприятии? Да, наше августовское совещание традиционное прошло в этом году под названием «Консолидация в образовании. Новые модели и механизмы». То есть мы постарались донести до всей общественности Якутии мысль о том, что сегодня образование является вот тем фундаментом, на основе которого будет строиться все развитие республики. То есть сейчас образование важно не только для школьников и студентов, да, оно важно сейчас для всех, начиная от дошкольников, заканчивая людьми пенсионного возраста. И поэтому важно именно консолидироваться вокруг образования. И, конечно же, мы обсуждали все наши актуальные вопросы, которыми мы готовы заниматься уже в текущем учебном году, рассматривали также задачи и на среднесрочную перспективу, и, конечно же, ставили перед собой долгосрочные планы. При этом мы действительно обсуждали и наболевшие вопросы, в том числе один из таких важных вопросов – это обеспечение кадрами. И на всех наших площадках, а их было очень много, значит, этот вопрос звучал. У нас были и разного рода форматы в этом году. Большой форум проектов, на котором было заявлено более 120 мероприятий в инициативном порядке. То есть мы просто организовали 10 площадок и заявлялись те, которые действительно были не безразличны к образованию, и обсуждали, ставили вот те вопросы, по которым они работают. Вот. И кроме того, у нас были дискуссионные площадки, круглые столы, форсайт-сессии, стратегические сессии. Вот. И, конечно же, вот основной, на самом деле, посыл, и на пленарном заседании это особенно ярко прозвучало, это повышение качества образования. То есть на данный момент понятно, что наша республика по некоторым направлениям достаточно считается передовой, скажем, по дошкольному образованию. Мы являемся регионом, в котором считается, что дошкольное образование на высоком уровне. Мы были даже фокус-регионом на международной конференции в Москве в этом году. Вот. Значит, по среднему профессиональному образованию наше учреждение тоже входит частенько в 100 лучших учреждений профессионального образования. Да. По высшему образованию у нас есть Северо-Восточный федеральный университет, который в России также находится на таких хороших позициях. Вот. И мы ключевое внимание уделили общему образованию, поскольку именно здесь у нас требуется такая значительная работа для того, чтобы наша республика достойно была вот среди тех регионов, которые отличаются качеством образования по России. Вот. Более 1000 педагогов, не только педагогов, да, но и всех тех, кто имеет какое-либо отношение к образованию, приняло участие здесь в очном формате. Вот. Это были и предприниматели, это и общественники, это и представители предприятий, вот, значит, были представители различных министерств. Вот, все на самом деле так или иначе работают с образованием. Кроме очного формата у нас был и дистанционный формат. Мы организовали онлайн-трансляцию встречи главы с педагогической общественностью. Сама встреча прошла в зале Республики, но здесь, в Якутске, у нас было еще 2 площадки, где можно было поучаствовать в этом мероприятии, и была онлайн-трансляция в Ютубе. Поэтому, на самом деле, вся республика, можно сказать, активно в этом году поучаствовала в августовском совещании педагогических работников. Расскажите, пожалуйста, как идет подготовка к новому учебному году? Сколько новых школ и детских садов открывается в этом году? Ну, в этом году у нас в наших планах открытие 11 школ и 26 детских садов. Значит, это у нас происходит почти по всей территории республики. Вот. И здесь надо сказать, выразить слова признательности, благодарности федеральному нашему правительству. Мы строим школы и в рамках национального проекта образования. Вот. Ну и кроме того, значит, городу Якутску решением президента страны Владимира Владимировича Путина были выделены средства на выкуп 3 зданий.
Вот, поэтому мы всегда планируем в год порядка 10 школ и 20 детских садиков. С 2002 года посчитано, что мы ввели в строй 202 школы. Такая очень значительная цифра. Мы, наверное, лидеры по всей России по этому показателю. Вот, и дальше продолжаем в этом же темпе. А вот сколько студентов, учеников, первоклассников пойдут в школы, в образовательные учреждения в этом году? Да, на самом деле с нетерпением ждут наши первоклассники того, что они пойдут в первые классы. Вот сегодня у нас более 15 тысяч первоклассников, да, впервые для них прозвенит школьный звонок. Вот. Всего у нас школьников более 146 тысяч. Ну, статистика подводится обычно в сентябре. Вот. Результаты ее становятся еще позже известны. Но вот пока наши расчетные цифры такие. Ну и кроме того, более 23 тысяч студентов профессиональных образовательных организаций и 23 тысяч студентов высшего образования. Да? То есть у нас действительно очень большое количество наших молодых людей получают образование. А вот, Владимир Анатольевич, с каждым годом приток населения в город увеличивается, соответственно, увеличивается и количество учеников. Как быть с переполненностью городских школ? Вот решает ли эту проблему смена, либо открытие дополнительных классов? Конечно, действительно, наш город растет, развивается, население увеличивается, и с каждым годом увеличивается количество детей школьного и дошкольного возраста. Ну, скажем, школьников у нас увеличивается ежегодно практически на 2000. За 5 лет у нас увеличилось количество школьников примерно на 7-8 тысяч. Да? То, что вот сейчас делается в рамках строительства, реконструкции зданий, да, конечно, это направлено на то, чтобы наши дети могли здесь, в городе Якутске, учиться в хороших условиях, а не в условиях там, переполненных классов. Да. Уже в течение вот, последнего года даже, да, у нас построены вот здания школ номер 25, номер 6, АИК, АГАТА, 35-я школа, да, 18-я школа была тоже недавно вот построена. Значит, поэтому, конечно же, в планах строительства новых школ, также вот в рамках государственно-частного партнерства также есть планы по строительству школ новых зданий для 4-й школы, 34-й школы. Хотим также большую школу на 990 мест построить по Покровскому тракту. Да? Поэтому, на самом деле, вот, для города предполагается действительно введение новых зданий, во-первых, да, ну и во-вторых, вот, приобретение имеющихся зданий с тем, чтобы приспособить их под учебные здания. Угу. Владимир Анатольевич, ваши пожелания накануне нового учебного года. Можете вот обратиться к нашим зрителям. Дорогие наши первоклассники, дорогие школьники, студенты и, конечно же, педагоги, разрешите вас всех поздравить с сегодняшним замечательным днем, Днем знаний. Конечно же, сегодня вместе с вами празднует вся республика. У каждого есть либо школьник, либо студент в семье. И даже те, у кого их нет, все равно помнят все свои школьные годы, студенческие. Да, поэтому 1 сентября – это особенный день для всех. Поэтому поздравляю всех, всю республику, всю Россию с 1 сентября. Желаю, чтобы сегодняшний день был началом успешного нового учебного года, и чтобы вы получили много новых знаний, умений, и чтобы весь этот мир был открыт для вас. Еще раз поздравляю, желаю счастья, благополучия и успехов. Владимир Анатольевич, спасибо вам огромное за интересную беседу. С вами был «Акцент». До новых встреч.